Бұл Қырғызстандың легендасы десем болады. Называется киргизский горный меринос. Она имеет аналог, когда первый раз попала наша шерсть в Европу, мне прислали оттуда ответ. Такой шерсти даже в Австралии нет, потому что наши умеют пасти, наши умеют и есть где пасти. Я видела, как шерсть выбрасывают на помойки, а потом, когда возникла эта идея делать удобрения, я порадовалась, потому что до последней капли все в этой породе должно быть использовано. В 2018 году у нас уже было 300 сомов за килограмм. Это самое лучшее достижение человеческой мысли – сделать такую овцу, которая делает только такую тоненькую, ровненькую шерсть, из которой что хотите делают. От нижнего белья до одеял, ну что хотите делать. Меня смеются, называют, да вы больше киргизская, чем русская. Но это не имеет значения. Знаете, душа должна принадлежать этой земле, этому народу. У меня все друзья киргизы, так что мне все равно, где я работаю, где живу. Я живу там, где мне хочется, где мне хорошо. Вот и все. Таластағы Лушихина деген ишкананы білесіңер бе? Ошол жакта мурун меринос деген эмелерди булар породаны көбөйтүп, чоңойтуп иштеген эң чоң ишкана болгон Кыргызстан боюнчачы. Ошол чарбаны негиздеген, кийин аны улантып иштеп кеткен ошо бул кишинин атасы болгон. Анан өзү дагы ошону улантып азыркыга чейин меринос үчүн бул ак жүн боюнча күрөшүп жүргөн жалгыз бир киши десек болот да, мындай эме символ болуп ушул тармакты өнүктүрүп алып жүрөт. Учурунда мен министрликте иштеп жүргөндө таанышканбыз. Көп мындай аякта проблемалар, коррупция, ар кандай нерселер болуп аткандардын баарын айтып бергенден анан кой азыр давайте ушул жактан өзгөртөбүз деп жакшы эле баштаганбыз. Анан коррупционерлер менен күрөш оор экен. Алар чогуу биригип туруп кайра жайлап салышты бизди. Бирок мына азыр бирок кайра чогуу ошо Германияда окуп келген, тажрыйба алган киши азыр ошо Лушихина ишканасына директор болуп келди. Аягында кайра жеңдик десек болот. Буюрса дальше мындай ал жакта дагы жакшы өзгөрүүлөр болот. Евгений Михайлович, может, как-то может, о себе, да, там расскажете? О тебе мне рассказывать нечего, родилась, да и живу. В общем и целом, я что хочу вам сказать. Мне очень жаль, что порода, которая создана была, и она вписалась и в пейзаж, что называется, и в быт киргизов, потому что вы никогда, киргизы, без овец не жили. А это лучшие породы, которые созданы умом и деятельностью человека во всем мире, мериносы новые. Мы эту породу переделали в 2005 году, называется киргизский горный меринос. Она имеет аналог, когда первый раз попала наша шерсть в Европу, мне прислали оттуда ответ. Такой шерсти даже в Австралии нет, потому что наши умеют пасти, наши умеют и есть где пасти, в горах и все. Ну, когда во время перестройки все это почти было уничтожено, все-таки мы работали, в общем, с 70-го года с австралийскими животными, чтобы улучшить качество нашей шерсти. И вот в 2005 году опробировали новую породу киргизский горный меринос. Это та же самая киргизская тонкоронная, но только с лучшим качеством шерсти. Она есть сейчас почти, ну, практически 9 миллионов овец у нас было, и почти все были уже австрализированы. Поэтому мне было горько бросить всю эту работу, и я, конечно, продолжаю работать. И вот мне Бог дает жизнь только для того, чтобы я все-таки как-то помогла восстановить ее. И я очень хочу, чтобы у нас прошла вся цепочка добавленной стоимости. Даже из той шерсти, которая бросалась где-то, я видела, как из шерсти делают загородки где-то на поле, где воду надо остановить. Я видела, как шерсть выбрасывают на помойки. А потом, когда возникла эта идея делать удобрения, я порадовалась, потому что до последней капли все в этой породе должно быть использовано людям. Поэтому не могла не ответить на сегодняшнее предложение моего сотрудника и товарища, с которым мы
очень хорошо, так сказать, работаем по всем этим хозяйствам, кто сохранил мериноса. И сейчас только были в Заре, вот здесь вот в Аксуйской, а потом он говорит: я хочу вам предложить заехать. Здесь иногда бывает телег. Я говорю: телег, да, о, интересно, я его давно не видел. Заходим, а тут, оказывается, еще и вы все есть уже на семинаре. Очень хорошо. Ну, в общем и целом, что хочу сказать, что эта порода должна работать на людей и приносить, потому что в 9,5 миллионов, которые были в территории республики, Это 80-е годы. да, это в 90-м году 90-м. было, перед развалом. 9,5 миллионов из 12 миллионов всего мелкого рогатого скота. Это значит других пород и еще и коз. Вот было всего 9,5 миллионов именно этой породы. Мериноса. Мериноса. Вау. И теперь в Рогачоре как раз меньше всего осталось. У нас было 5 племзаводов, из них 2 завода совсем пропали, Качкор и Сонкуль были еще заводы. Сейчас очень в плохом состоянии Аргачор, очень в плохом состоянии Кататалдык на юге республики. Ну, более или менее был вот племзавод Джон Тюбе, который имени отца получил после его кончины. Но в общем и целом ездим туда, как ездили всю жизнь, продолжаем ездить. Только что я была в этом заводе. Там наш с вами директор теперь директорствует. И в общем и целом начали делать уже так дело, как нужно. В этом заводе мы подняли цену на шерсть. В 2018 году у нас уже было 300 сомов за килограмм. И это достойная цена, которая уже людей удовлетворяла. Поэтому, но потом получилось так, что телег ушел оттуда. Мне не дали то, что мне пришлось организовать общественный фонд по разведению мериносов. А потом я попросила моих друзей, и они подключились как бизнесмены. Теперь у нас есть ассоциации по разведению мериносов. Все, у нас сейчас много очень хозяйств. В 2017 году мы посчитали, по республике было 343 хозяйства, которые занимались только мериносом. Сейчас, конечно, их значительно меньше. Но теперь, слава тебе, Господи, сейчас остановили это разграбление. Потому что была идея все превратить опять в курдючных. Но человек недаром работает по всему миру. Меринос – это не наше достояние, только наше. Это самое лучшее достижение человеческой мысли – сделать такую овцу, которая делает только такую тоненькую, ровненькую шерсть, из которой что хотите делают. От нижнего белья до одеял, до, ну, что хотите делать. И наши ребята съездили в Европу, 2 года уже там продавали нашу шерсть, и нашу шерсть обрабатывали там. Теперь наша задача сделать такую обработку в нашей республике, чтобы все деньги по обработке, и отсюда уходил уже продукт, а не чистая шерсть. Потому что когда уходит просто шерсть, и не имеется в виду даже чистая, а просто само сырье, это самое дешевое производство и самое невыгодное. Нам нужно сделать так, чтобы у нас в республике все делалось до конечного продукта. Мы уже делали одеяло, мы уже делали новую ткань, которая называется вместо ватина. Был такой, который строченый ватин. Теперь у нас шерстин такой делают. Все подкладки можно делать, там все, что проще. В общем и целом, потихонечку развиваемся, стараемся сделать. Правда, у нас есть такое стремление приобрести еще баранов других, потому что был просто меринос, а теперь в мире есть мясной меринос. Вот сейчас мы работаем над тем, чтобы получить семя этого животного и начинать уже новый этап, чтобы сделать мясного мериноса в Кыргызстане. Вот и все. Конкурентоспособничать. Чтобы Чего? с Арашаном конкурировала. Ну, с Арашаном Нет. далеко, но хотя бы Гисара мы А нам должны не, догнать. они не надо вообще ни с кем конкурировать. Знаете, люди, я никогда не думаю, что люди какие-то, которые на местах дураки. Все понимают отлично, что дает настоящий доход для семьи, для жизни, то и достойное разведение. Если даже не очень, так сказать, разумные люди погубили часть отраслей, которые уже 2/3 валового производства продукции сельского хозяйства составляла вот эта продукция от киргизского горного мериноса, в смысле от киргизской тонкорунной. И вот истребить это просто непродуманность высочайшая.
Ну, теперь нужно восстанавливать и делать это на новом качественном уровне. Уже из нашей шерсти там в Европе сделали от носочков до джинсовой ткани шерстяной. Вот все мы должны научиться здесь у нас делать. Джинсовая ткань, конечно, это просто замечательно, потому что это мало того, что это рабочая одежда. Вот я только что еду с боннетировки, мы были в Заре, я вся еще пропахла шерстью. Но в общем и целом это то, что требуется сейчас людям. И это с удовольствием покупают, весь мир носит джинсы. А если это будут шерстяные джинсы, теплые, то еще лучше, правда? Вот. Ну, в общем, короче говоря, стараемся помочь. Вроде у нас есть контакт. Нас очень хорошо опекает вице-премьер республики. Он старается тоже помочь. В общем, вот такие дела. Тырыбаев, да. Да. Вот, да. И в общем и целом стараемся все сделать так, чтобы это было на пользу людям, чтобы могли и чабаны сориентироваться, фермеры сориентироваться. Ездим сейчас и по частным фермерским хозяйствам, и по кооперативам, и по 3 племзаводам, которые у нас остались, в том числе Аргачор, вот этот в Таласе Лущихина и Кататалдык. Везде стараемся сделать так, чтобы привести все наше тонкорунное овцеводство, увеличить в мясность, сделать мясного мериноса и давать очень хорошую шерсть. Недавно приезжал литовец, который приехал сразу чуть ли не покупать нашу шерсть. Но он не был готов к тому, что мы еще сами не можем купить. Денег-то нет, но вроде обещают нам деньги. Говорят, обещанного 3 года ждешь, потом получаешь, может быть, а может и не получаешь. Но в общем все равно стараются вроде сделать так. Да. Сейчас по 50 сомов вот сегодня звонили. Китайцы запросто покупают сейчас 50-60 сомов. Мы по своей ассоциации объявили людям, что тот, кто будет с нами сотрудничать по племенной работе, он будет сдавать нам шерсть по 200 сомов. Это так наиболее приемлемая цена. Вот 3-й год уже наша ассоциация работает именно на таких правах. Но так как мы уже все свои деньги истратили, теперь мы ждем. Если будут деньги, значит, у всех будем принимать. А так пока мы можем только браться за племзаводы прежде всего, потому что они работают, хотя не называются государственными, но они работают Частные племзаводы получились? Нет. Частные это замечательно, если мы сделаем такие племзаводы. У нас был один частный завод, но он даже намека не имел на племзавод. Нельзя было его считать племзаводом. Объездили всю республику. Вот у меня, например, список 51 хозяйство обслуживать. Можете себе представить? Фермерские. Они разные. От 200 голов до 1000. Так что приходится ездить, приходится работать и хотеть, чтобы у людей все стало на свои места. И сегодня можно было получить деньги за свою продукцию. А то стоит постричь овцу 100 сомов, а килограмм шерсти стоит 60 сомов, предположим. Обидно просто. А в мире цена 8-10 долларов. Надо дойти до этого уровня по качеству и получать хотя бы эти деньги. Хотя был случай, что в Австралии, например, кипу 100 килограмм шерсти, из-за того, что она была там тоненькая, по 16 микрон каждая волосинка, продали за 27 долларов килограмм. Понятно? Надо стремиться к лучшему, надо делать лучше. А? Качество от чего зависит? Качество зависит прежде всего от наследования, потому что в природе существует... Генетики, да? Да, генетика. Прежде всего от генетики. В природе есть такое свойство. Чем крупнее животное, тем толще у него шерсть. Потому что вот что у человека, что у овцы, что у слона одно и то же. Шерсть – это волосяной фолликул, такой комочек клеток размножающихся, который подает в ствол, в сам волос, белок. Понимаете, вот то, что вы перерабатывать собираетесь, это чистый белок. А мы его выбрасывали всякое это в разные стороны. А это нельзя делать, потому что это самое потребное в природе вещество, самое плодущее в природе, самое строительное вещество. И вот теперь мы рады, что у вас открылось такое предприятие, и что оно будет работать, и что оно будет давать людям то, что требуется. Потому что белок, он перерабатывается природными своими условиями, и он дает лучшую продуктивность всем растениям, которые будут на нем выращиваться.
Это естественно, экологично, это правильно, это нужно. Вот. Так что мы приветствуем ваше строительство. Из любопытства заехали, но не думали, что мы вас в таком здесь составе замечательном найдем. Судьба. Да, судьба. Так что работать нам вместе. От наших предприятий вы будете получать все на переработку. Так что давайте стараться все вместе для своей родины, для своей земли, для того, что есть. Я родилась в Киргизии, меня смеются, называют, да вы больше киргизская, чем русская. Но это не имеет значения. Знаете, душа должна принадлежать этой земле, этому народу. У меня все друзья киргизы, так что мне все равно, где я работаю, где живу. Я живу там, где мне хочется, где мне хорошо. Вот и все. Спасибо.